Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вот главные темы к этому часу. Осторожно, огонь! В Дзауском районе сотрудники МЧС ликвидируют пожары. Впервые в Цхинвале театр кукол имени Образцова привез 4 спектакля. Определили сильнейших. В Олимпе прошел кубок по художественной и эстетической гимнастике. Сегодня президент Алан Гаглоев встретился с главой МЧС Республики Ибрагимом Гасеевым. Он доложил о ситуации с пожарами в Дзауском районе. По словам Ибрагима Гасеева, на тушение ландшафтных пожаров в Дзауском районе было привлечено более 200 человек личного состава и 34 единицы техники. В результате их действий от огня спасены населенные пункты Коз, Эрцо, Морго, Элканте, Багатыкау, Начрепа, а также вышка сотовой связи «Мегафон». Сегодня к тушению пожара в районе населенного пункта Машхара Дзауского района привлекли около 50 человек личного состава. Президент Алан Гаглоев подчеркнул, что в случае необходимости можно привлечь на помощь и другие силовые структуры. Ибрагим Гасеев заверил, что в этом нет необходимости. Мы не раз затрагивали тему пожаров, и каждый раз специалисты обращаются к жителям республики с просьбой не поджигать траву на приусадебных участках и где бы то ни было. Однако ВОЗы ныне там. Во многом из-за неответственного поведения граждан гибнет наша природа, а порой сгорают и дома. О ситуации в Дзауском районе Анжела Кокоева. Больше недели силы Министерства чрезвычайных ситуаций борются с масштабными природными пожарами. Особенно сложная ситуация сложилась в Дзауском районе, где огонь охватил не только лесные массивы, но и труднодоступные участки, куда пожарная техника не может проехать, что особенно затрудняет процесс пожаротушения. Для ликвидации возгорания в Кударском ущелье, в частности в высокогорных селах Замтарит, Начрепа и Саритата, было мобилизовано свыше 60 сотрудников МЧС. В селе Машхара Дзауского района зафиксированы новые очаги возгорания сухостоя. К ликвидации огня привлечены сотрудники пожарно-спасательных частей города Квайса, поселка Дзау и селения Верхний Руг. В общей сложности здесь работает более 40 человек. Сегодня пожарные, сельчане и работники лесного хозяйства отправились в очаг возгорания в труднодоступной горной местности, вооружившись лопатами и другими инструментами, поскольку даже специализированная техника туда не может доехать. رختم ایول در نیکودم شمنش ماشیناتا نه فیزیچسکی جن نه فندکتا ما اویت خیلی فهم باید داشتم آدم لگده خیش سام باید دانش لگده خیلی خستن چال شده سیمم خساف در کوسم ما بون در کوسم نه لوگیه کوسم وجه ایکوری میدگ رایسوم ما ایو تتصرای ایون باید دانش گتل باولا فنش ما تفاستم از دخم باید دانش چون من زادست وام پاکتیچسکی ایول در فون چاست در لینی گوره چاست تمن ایول در است زادست وامی. Работа ведется днем и ночью, сменяя друг друга, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня, особенно к жилым домам. Как подчеркнул начальник отдела пожаротушения МЧС Республики Феликс Санакоев, министерство задействовало значительные ресурсы для борьбы с волной крупных ландшафтных пожаров. Причиной всего этого является человеческий фактор и засушливая погода. Отсутствие дождей способствует быстрому распространению огня. Пожар тарайдет то икори разма. Саху сагу вода. Карбон тесте. Улаф марашем байданч. Ма мери безопасности на соблюдать каненч. На всавастан уложен чарт. Ма хамагаска хусу бастак авдан кодеуна мофтама уже и дуа коре фалдар ма баста бахуси. Ма сужен байданч ма хаю сахусак. Фечок дару одемог. Огонь также охватил села Моргу, Эрцо и Коз Дзауского района. Пожарные настоятельно просят не поджигать траву, так как это может привести к крупным пожарам, уничтожению жилых домов, а также лесные пожары наносят значительный ущерб природе. Анжела Кокоева, Рауль Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.
Президент Алан Гаглоев поздравил Синишу Карана с победой на выборах президента Республики Сербской. В поздравительном послании, в частности, говорится, цитата, «Ваше избрание на высший государственный пост является ярким свидетельством высокого доверия, оказанного вам народом Республики Сербской, который связывает с вами надежды на дальнейшее развитие и процветание республики. Рассчитываем на плодотворное взаимодействие и расширение братских отношений между нашими странами по широкому спектру». Конец цитаты. Президент Алан Гаглоев также поздравил представительниц прекрасного пола, у которых есть дети, с Днем Матери. Цитата. «Дорогие мамы, спасибо вам за бесценный вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание достойных граждан республики. Особые слова признательности и благодарности хочу адресовать многодетным матерям, а также тем, кто дарит искреннюю любовь приемным семьям, приемным детям и детям с особенностями развития». Конец цитаты. Любящая мать, заботливая бабушка и прабабушка Маруся Джоева уже почти целый век трудится, не покладая рук. Несмотря на солидный возраст, 99 лет, она занимается не только домашними делами, но и работает в огороде. И, как считает сама долгожительница, это и есть секрет счастливой старости. Сюжет нашего корреспондента. Каждое утро Маруси Джоевой начинается одинаково. Управившись с домашними делами, она идет в огород и почти целый день проводит там. И так уже на протяжении долгих лет. 1 ноября Маруси Джоева исполнилось 99. Но и сейчас она не изменяет своим привычкам. Старается помогать своим домочадцам во всем. Родилась Маруся в селе Чещак Знаурского района. Там она провела детство и юность. Mesleği çoğuna kordis veriyor, kutuyla kordisiz veren bir крастиунг, юнг весохор. Несмотря на свой возраст, Маруся Джоева хорошо помнит годы Великой Отечественной войны. Тогда она была совсем юной девочкой. Пришлось оставить школу и пойти работать в колхоз. Все от мала до велика отправились защищать родину. Это было страшное время, вспоминает она. Колхозе хасте, адам хасте ведеспе. Sürekli второй год не работает в Гирибон. Ma yıllar sebebim güvüm küçük zaman okuttu, çocuklar okuttu. Hastama. Позже Маруся вышла замуж в село Цорбис. Родила 2 дочек, которых воспитала в любви и привила им с детства чувство ответственности и уважения к родителям и друг к другу. И дети ее не подвели. О них Маруся рассказывает с гордостью. Kostümüm size zahtı neyim kostümü. Ma rastlısı mazundel cebah. Cebahsın koma oymadan sakala gider cebah deste. Sitsenza oy komam boruy. Kareli komam boruy mozma kabul tavu. Вот cebah deste. Сейчас она проживает с дочерью Юзой Тедеевой. Дочь рассказывает, что мама всегда была трудолюбивой. Мама ду тенкусаг. Рогай фастама дарафтау. Из хажарею. Из вияснише костуны так костота ювал даруи кута. Мананер мастер вснайма харинога кости дисер мастер мана. И буквально юшал дарозе юнгдар. Hierin daar hoezeel naar het forest de schouwen, van Shacharodat de koes, de lijn nu gaat het Shacharodon, zegt ons aan, hij de Shacharodon, Jenis mazachen haum koes, en meer bakkes daar zijn je kota, chitri, pomidor, kadur, halsje daar, ze een rotten tawina goedoniel daar, man ten khosdar zodeste barak khosdar machiwatai. Но, несмотря ни на что, она всегда оставалась внимательной и любящей матерью, говорит Юза. Dua khostam mana teng na warsta heren dar nats farasta zil shaun uch dar mazakhun
مخیل در تو ساستانه شو فلای من هیرن در شماین من نگذ السوالون دن هفته منو یبونم چینک داودیس مسئولت در آمد است مثلا فلا بورده این سوالون چینک مکشه فلا جنیس اما جبان بخستا من سازنون روتا من سبان بخستا. Секрет своего долголетия Маруся Аджиоева так и не смогла объяснить, но точно уверена в одном: хочешь жить, умей и люби трудиться. ما افتاد نکوس کرده دیجن شب نبونه بی ما پیبین آلم ما کوسن بایدن شخرادوم در ما شخرادوم در آسفی از یون کستون شخرادوم در شما بونه بی با بیجوری رزاین کتب فلان نیچیزم کتر لقد راجت یافته ام بی ام بدست کوسن کور زواز در سره. У дочери свое видение насчет долголетия матери, тихая и всегда спокойная. Она могла находить общий язык со всеми, никогда никому не завидовала, говорит Юза. از دبونه فاستاد شمیدگیس آفتا بیره فشار آدم کهوی یا سوسک زینات شمیدگیس ماما دو تنگ سپاکوینی آدم از ماما دنیکو فیتو ماما نا سیستریکایی من قلیشت تاکو تا کنایست نیکو در نیکایی مفخلیست خکتخ سندر. Через год Марусе Аджиоевой 100 лет. Сейчас у нее 2 дочери, 5 внуков и 8 правнуков. Она счастлива в кругу своих родных и близких. И мы ей желаем здоровья и долголетия. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Аида Кочева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Государственный академический центральный театр кукол имени Сергея Образцова находится на гастролях в Южной Осетии. Крупнейший в мире театр кукол представит в эти дни на суд зрителей несколько постановок и для детей, и для взрослых. Подробности рассказали журналистам на пресс-конференции. Наш корреспондент продолжит тему. С большими гастролями в нашу республику приехал Государственный академический театр кукол имени Образцова. Гостей приветствовал художественный руководитель Югосинского театра Казбек Джелиев. Он поблагодарил коллектив театра Образцова за вклад в укрепление культурных связей между Россией и Южной Осетией, подчеркнув важность межгосударственного сотрудничества. Я со своей стороны и от имени Республики Южная Осетия, Алания, от имени Министерства культуры Южной Осетии, от имени нашего театра, от своего имени хочу поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации, во-первых, за то, что есть такая прекрасная программа, как «Большие гастроли», которая дает такую возможность посещать театры России. Теперь это первый опыт в Южной Осетии, когда из России в рамках «Больших гастролей» к нам приезжает театр, коллектив. На мой взгляд, это очень хороший опыт, очень для Южной Осетии это большая, очень сильная такая творческая практика. И я надеюсь, этот жест, он войдет в традицию. Театр кукол почти год готовился к гастролям в Южной Осетии, заявила на пресс-конференции заместитель директора театра Образцова Наталья Афанасьева. Гастроли являются частью программы культурного обмена между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия. Афанасьева подчеркнула, что театр Образцова представит в Схимвале 3 спектакля, рассчитанных на разную возрастную аудиторию. Мы очень признательны Министерству культуры Южной Осетии и нашему принимающему театру за то, что нас здесь так гостеприимно, тепло и с таким солнцем и с хорошей погодой встречают. Когда мы планировали гастроли, мы смотрели, что же мы можем привезти. И, конечно, со стороны наших партнеров в Южной Осетии была просьба привезти спектакли классического репертуара, что, собственно, мы и сделали, потому что у вас детского театра отдельно нет, и мы привезли детский репертуар, волшебную лампу Аладдина и конем-горбунок. И спектакль Виктора Леонидовича «Старый сеньор». Выбор спектаклей обусловлен целью представить разнообразие жанров и техник, используемых в кукольном театре, а также познакомить юных зрителей с классическими произведениями мировой литературы. Заслуженный артист России, обладатель золотой маски Андрей Нечаев отметил гостеприимство нашего народа. Впервые, не только с гастролями, но вообще впервые, практически все. И очень приятно у вас оказаться на такой благословенной земле, с прекрасной погодой, с прекрасной природой. Ну и, конечно, главное, это люди, которые здесь живут, в том числе наши зрители, будущие.
Я очень волнуюсь, как наши спектакли пройдут, потому что они не только разные по жанрам, они еще разные по годам создания, от 40-го года до 2012-го. Вот такой разброс в создании, и как они будут восприняты и маленькими зрителями, и взрослыми. Для меня и для всех, я думаю, очень важно. Представители театра Образцова выразили надежду на то, что гастроли в Южной Осетии пройдут на высоком уровне, и югосинский зритель высоко оценит их творчество. Стелла Бязарова, Оксана Джоева, Алим Бетеев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Зрители аплодировали стоя. Накануне театр кукол имени Образцова показал спектакль «Старый сеньор И». Под аккомпанемент саксофона были сыграны 3 притчи по мотивам произведений Габриэля Гарсия Маркеса. Зрители услышали размышления о судьбе, счастье и смысле жизни. Наш корреспондент Стелла Бязарова была среди зрителей. Театр кукол имени Образцова представил в Цхинвале свой первый спектакль. Гастроли начались с постановки «Старый сеньор И». Перед началом показа гостей и труппу приветствовала министр культуры Рада Дзагоева. Есть в Москве место, где оживают куклы. Это место особенное, и уже на протяжении многих десятилетий оно является центром притяжения для людей разных возрастов. От самых маленьких зрителей до наших бабушек и дедушек, которые, несмотря на возраст, продолжают верить в волшебство. Это Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова. И мы рады приветствовать легендарный коллектив у себя здесь, в гостеприимной Южной Осетии. В своей речи министр подчеркнула важность и необходимость подобных мероприятий для укрепления дружественных связей и расширения культурного кругозора жителей республики. Большие гастроли – это уникальный проект, который реализуется Министерством культуры Российской Федерации. Южная Осетия уже несколько лет является участником зарубежного направления больших гастролей. Благодаря этому проекту труппа нашего театра уже выступила во многих регионах Российской Федерации. Совсем недавно, буквально в этом месяце, наш театр вернулся из гастролей, которые с большим успехом прошли в Самарской и Ульяновской областях. И сегодня мы также уже на правах принимающей стороны хотим приветствовать наших гостей. С приветственным словом выступил и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов. Он отметил, что гастроли театра имени Образцова являются ярким примером успешного двустороннего сотрудничества в сфере культуры. Посол подчеркнул, что программа по культурному обмену способствует укреплению доверия между народами России и Южной Осетии. Это прославленный коллектив. Это, я скажу, гордость Советского Союза, гордость России, мировая гордость в области театрального искусства. Наверное, около 100, скоро 100 лет мы будем отмечать эту творческой деятельности. Я, наверное, не знаю того населенного пункта, того места, как в России, в Советском Союзе, где не знали театра Образцова. Это действительно достоверно. И я просто счастлив, что сегодня мы вместе с вами увидим. Это еще очередной раз подтверждение крепнущих наших уз. И в этом случае это театральный вкус. На сцене Югосинского театра развернулись 3 философские притчи о человеческих судьбах. Первая притча представлена в жанре мелодрамы, вторая – сатирическая, а третья – в виде лирического концерта. В качестве главных персонажей – куклы размером с человеческий рост. Стелла Бязарова, Оксана Джоева, Алим Бетеев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В Доме культуры села Терегуан Знаурского района прошло памятное мероприятие. Оно было приурочено ко Дню мужества и народного единства. Вспоминали тяжелые для нашей республики дни. В частности, ноябрь 1989 года. Обо всем по порядку в репортаже Алены Уттаевой.
Организаторы и участники мероприятия подробно рассказали о событиях 23 ноября 1989 года, когда грузинские фашисты организовали многотысячный поход на Цхинвал, якобы для проведения мирного митинга. А на самом деле целью грузинских националистов было занять город и лишить народ Южной Осетии всех прав. Горстка молодых ребят, безоружных, непоколебимых в своем стремлении спасти родной город, язык взявшись за руки, остановили продвижение 50-тысячной колонны, проявив героизм. Позже к ним потянулись и другие жители Цхинвала. Так новейшая история началась с подвига. Организаторы на экране показали кадры документального фильма о тех событиях, чтобы молодое поколение знало, как наш народ, объединившись, смог сломить врага. В этот день, в 1989 году, произошла первая масштабная попытка Грузии установить контроль над Южной Осетией силовым путем. И население республики впервые вступило в открытое противостояние с грузинским национализмом. Участники мероприятия рассказали об одном из участников событий 23 ноября 1989 года, о Владиславе Джиоеве Басмач, так его называли в народе. Сегодня его имя носит Тригванская средняя школа, о его подвигах знает каждый ученик. Было отмечено, что в войне с 1991 по 1993 год он не раз в одиночку сдерживал атаки противника. Посмертно награжден и высшей воинской наградой Южной Осетии орденом Вацамонга. Погиб смертью храбрых в бою за селение приз. Zungaci da rotisma dakhsho ya bas bili dakhsho mo bofstoy tu iganan navedi tengzen notis hazmo haydar qode kanen mana anzur kfazioni vidar jutay irtabun rozdar وديس هم mana mardabun ajrtu irtabun rozma وديس yom marboshdi masala zohto mas sakhotro kurto muhandam nashavganay qomadam Гуратам тенгер за роварис, тенгер за роварима, урдаму тохткутто. Умай рошади буквально туабуне виртабуне, май хагдар фазиони. Благодаря героизму наших доблестных ребят мы живем под мирным небом в свободной независимой республике. Алена Алтаева, Заур Остаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Дисциплина и трудолюбие. В столице республики определили сильнейших на соревнованиях по художественной и эстетической гимнастике. Более 50 гимнасток показали свои навыки в упражнениях со скакалкой, обручем, булавами, мечом и лентой. Строгое жюри следило за каждым движением. Любая ошибка могла оказаться роковой. Наш корреспондент Эльвира Тибилова наблюдала за зрелищным состязанием. Во Дворце спорта «Олимп» состоялись соревнования Кубка Федерации художественной гимнастики Южной Осетии 2025. За звание лучших спортсменок одного из самых красивейших видов спорта боролись около 60 юных гимнасток 2011-2019 годов рождения. Булавы, обруч, скакалка, мяч, лента. Юные грации представили все виды спортивных предметов гимнастики, а также продемонстрировали синхронность, выразительность и плавность движений. В составе судей заслуженные тренеры республики, мастера спорта международного класса во главе с главным тренером по художественной и эстетической гимнастике Земой Цхавребовой. Судейская бригада оценивала трудность упражнений, исполнительское мастерство и артистизм юных граций.
юной грации, за плечами которых опыт республиканских и международных соревнований, и те, кто на помосте делает первые шаги к успеху. Все они показали большой талант и потенциал Югостинской школы гимнастики. Президент Федерации художественной и эстетической гимнастики Республики Южная Осетия Зита Бисаева отметила высокий уровень спортсменок и большую работу их тренеров. Мы регулярно проводим Кубок Федерации по эстетической и художественной гимнастике. Это значимое соревнование для нас. Это итог результатов за год. И мы видим, как дети меняются в течение года, потому что мы сегодня наблюдаем, насколько дети поменялись не только в своей технике, но и выросли, повзрослели. И это очень так эстетично, красиво выглядит. Хочу сказать огромную благодарность выразить тренерам, родителям, самим детям, потому что это такой труд. Дети занимаются каждый день по несколько часов. Вы не представляете, насколько это огромная нагрузка еще со школьной программой. Поэтому я, наверное, восхищаюсь этими детьми, восхищаюсь их стойкости, силой воли. И, наверное, в этом заслуга большей частью тренеров, потому что благодаря им они имеют такой дух, силу и дисциплину. Кубок Федерации художественной и эстетической гимнастики Южной Осетии проводится каждый год. Поддержку гимнасткам оказывает республиканская политическая партия НХАС. Спортсменки Югостинской школы гимнастики являются постоянными участниками и призерами международных соревнований. У нас за целый год фактически все выезды – это призовые места. Это лучшие места Российской Федерации, несмотря на то, что наша школа по гимнастике существует совершенно, как говорится, недавно. Это совершенно мало для того, чтобы выходить на такой уровень. Но, несмотря на это, мы показываем достойный уровень на внешней площадке, выезжая на соревнования. По итогам состязаний 17 спортсменок завоевали первое место, 8 гимнасток второе, бронза соревнований досталась 2 участницам. Яна Плиева, Эльвира Тибилова, Владислав Пащенко, Оксана Тактаева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода будет завтра. В республике ожидается переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 14, ночью плюс 6. В Заурском районе днем плюс 12, ночью плюс 5. В городе Квайса днем 10 градусов тепла, ночью 4. В Ленигорском районе днем плюс 13, ночью плюс 5. В столице республики, в Цхинвале, днем 14 градусов тепла, ночью 5. На этом наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.